Здравствуйте! В эфире телеканала «Вся Уфа» развлекательная викторина «Уфа на ладошке». Наша программа о самом интересном из истории о столице Башкортостана. Наши гости отвечают на вопросы об этом. И сегодня к нам пришел главный дирижер эстрадно-джазового оркестра Башкирской государственной филармонии, художественный руководитель фестиваля «Розовая пантера» Олег Валерьянович Касимов. Здравствуйте! Добрый день! Как у вас настроение? Отлично! Каждую весну в нашем городе проходит фестиваль «Розовая пантера». Это уже традиция городская. А что нового она привнесла в этом году? Ну, если говорить про весну и про фестиваль, то, конечно же, радует, что у нас радует. Нас радует хорошая погода, нас радует всегда весна, и нас не может радовать то явление уже, понимаете, у нас этот фестиваль уже 19-й. Вот мы начинаем считать, конечно, там свое летоисчисление, и, ну, конечно же, у меломанов наступление весны всегда связано с фестивалем, потому что, вы знаете, как ни странно, что начинает теплеть именно в момент фестиваля. Мы делали его в конце марта, были какие-то потепления в конце марта. В апреле, вот видите, какая замечательная, хорошая погода. Конечно же, уфимцы ждут фестиваль и ждут чего-то нового от него. И что, собственно, может быть в музыке нового, да? Вот легко удивлять какими-то театральными постановками, а то, что касается каких-то музыкальных проектов, то, конечно же, имена, какое-то интересное звучание. И в этом году, да, несмотря на то, что кризис, мне тоже многие журналисты спрашивают, как же вам живется-то нынче. Я хочу сказать, что этот фестиваль, пожалуй, наверное, один из самых лучших за все годы будет. Несмотря ни на что, вот наш такой ответ всем проискам, которые происходят у нас, что культура все-таки должна продвигаться и расти, и мы должны нести все-таки хлеб насущий нашим уважаемым слушателям. И фестиваль действительно стал очень ярким событием. Приезжают гости, давайте сразу скажу. Билл Эванс, обладатель Грэмми, и вообще номинировался с разными составами. И вот в этом году нам удалось его пригласить с оригинальным составом. 8 музыкантов приехало к нам и свою программу играют. И вот будут радовать уфимцев впервые. Хочу сказать, что удалось просто завлечь, и вот это большое наше достижение, звезда такого уровня в эфире. Скажите, пожалуйста, Олег Валерьянович, удивительного много, как я поняла. А те, кто, к сожалению, не сможет прийти и своими глазами, как говорится, увидеть, да, могут ли они посмотреть записи где-то? Конечно, они смогут посмотреть записи, и для этого тоже много чего делается. Я вот, наверное, не хочу делать рекламу каналам каким-то, но будет несколько передач вот сниматься. И, кстати, на вашем же канале тоже будет большая передача. Впервые, по-моему, гала-концерт снимается на 5 камер. И будет большой музыкальный фильм. И что, собственно, ко мне всегда есть некие претензии к телевизионщикам, потому что для них главная картинка. А музыку все-таки надо слушать. И вот этот проект, собственно, назначен для того, чтобы сделать хороший звук с хорошей картинкой, чтобы было приятно слушать его. И показывать не только в России. Вот что. Ну, только остается надеяться, что все получится. Конечно, все получится. По задумке, да, лучшим образом. Что касается гостей, хотелось, конечно же, вот еще сказать, что да, мы открываем, как хозяева радушные, Биг Бенд Башкирской государственной филармонии. Билл Эванс будет у нас замечательные мультиинструменталисты, очень редкое явление. Музыканты, которые играют на разных инструментах. И у нас в гостях к нам в гости приезжает Давид Семенович Голощекин, самый, наверное, такой именитый мультиинструменталист. Звезда. Такой, да, он уже, знаете, такой со своими байками об истории российского джаза, советского джаза. То есть вот такой человек-легенда, который имеет джазовую филармонию в Санкт-Петербурге. Также приедет молодой музыкант, девушка, как раз если разговор идет о женском поле, достаточно редкое явление. Алевтина, она, ну, как всегда у нас, кто могут музыканты, если это не девушки, то они обычно что делают? Поют. Конечно, Алевтина не только поет, она играет на тромбоне, она играет на саксофоне. Вот такой некий микс. И в содружестве со своими музыкантами ее родной тоже коллектив, который очень хорошо себя зарекомендовал на разных площадках не только Союза, бывшего и России, да, и вот за пределами его тоже будет у нас в гостях. И последний день фестиваля к нам приезжает такая афроамериканка Гейл Спеттис вместе с квартетом Алексея Черемизова. И гала-концерт с участниками фестиваля. Будем ждать. Давайте. Когда же появится видео Конечно. записи? Для тех, кто... Я хочу сказать, что в этом году очень приятный момент, лично для меня, да, вы знаете, когда-то в какие-то, наверное, в советский период, когда я попадал в Москву, вот, очень хотелось попасть на какие-то такие знаковые театры. И вот только ты выходишь из метро,
и начинают тебя спрашивать билетик сразу же. Вот пока ты идешь до театра, я сейчас не помню, я не буду врать, куда я ходил, но мне просто вот такие впечатления были. Минут 10 ты идешь до театра, и все время тебя спрашивают лишний билет. Вот у нас такая же ситуация в этом году. У нас после полной аншлаги 2 дня, вот третий день тоже замечательно, мне кажется, что это очень знаково, понятно, и можно смело сказать, что фестиваль нужен, что он востребован, и его ждут. Да, ура. Очень радует, действительно. Олег Ульянович, предлагаю приступить к викторине. Давайте, я готов. Первый вопрос звучит так. Знаете ли вы, как зовут уроженку Уфы, прославившуюся на весь мир джазовую исполнительницу? Нет, не знаю. К своему студу не знаю, как зовут уроженку Уфы. Давайте вы мне, если мне скажете, то я скажу, тоже, я, конечно, буду знать, во-первых, поищу в интернете, и, наверное, всем моим музыкантам тоже расскажу, потому что, честно говоря, для меня это некий такой секрет нашей передачи. Давайте, как же ее зовут? Правильный ответ — София Милман. Милман. Да, и я предлагаю посмотреть справку, чтобы узнать поподробнее и запомнить. София Милман родилась в Уфе в 1983 году, а когда ей исполнилось 7 лет, вместе с родителями эмигрировала в Израиль. Сегодня певица живет в Торонто, в Канаде. По ее словам, музыкальная карьера началась случайно, после того, как ее попросили спеть на местном джазовом шоу. Зарубежные критики считают, что София взяла мир джаза штурмом. Популярность певицы стремительно взлетела в юности, и сегодня ее выступления ждут с нетерпением тысячи поклонников по всему свету. Следующий вопрос звучит так. Знаете ли вы, мне почему-то кажется, что да, как зовут джазового музыканта, который стал советником главы Республики Башкортостан по культуре? Конечно, знаю. Олег Киреев. Та-да-да-дам. Совершенно верно. Он делал фестиваль «Розовая пантера», и мы делали с ним несколько проектов. Ну вот, привет Олегу. И от телекомпании «Вся Уфа». Тоже привет. Следующий вопрос звучит так. Когда было присвоено имя Хусаина Ахметова Башкирской государственной филармонии? Ну вот, знаете, копаясь в своей памяти, я, конечно же, помню, что это было вот на моем веку, потому что я вот работаю тоже уже почти 10 лет в филармонии. И, на вашем веку, значит, недавно? Значит, не так давно. Давно, но не так. Я так под рот так... Я так предполагаю, что это было в 2009 году. Совершенно верно. Он знал. Совершенно верно. К 70. Я думаю, что потом я могу только свои аплодисменты для вас, Олег Ульянович. К 70-летию Башкирской государственной филармонии. Да, 23 января 2009 года. Вот, видите, еще раз одно напоминание для вас, дорогие слушатели и зрители. Это была вся наша викторина на сегодня. Спасибо большое, что к нам пришли. Ждем вас к нам в гости снова. Обязательно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Отличный проект, замечательная погода, которая настраивает сразу же на хороший лад. И вот то солнце, обилие солнца, которое попадает через эти открытые стекла, наверное, сразу же располагает к хорошей беседе и замечательным собеседницам. Мне все очень понравилось. Привет, пока.